Всем привет, друзья! В этот солнечный день мы направляемся в город Бишкек. Сейчас мы выезжаем с нашего города, это город Коnya, и держим путь в сторону города Бишкек, который находится на расстоянии 80 километров. Дорога очень хорошая, займет примерно час. Почему мы решили поехать в этот город? Потому что муж решил мне показать этот город. Там находится одноименное озеро под названием Бишкек. Так как в нашем городе, в городе Коnya, отсутствуют какие-либо природные водоемы, а то, что вы видите на видео сейчас, это искусственный водоем. Так как у нас в городе нету природных водоемов, мы решили прокатиться, посмотреть озеро Бишкек. Муж раньше уже там побывал, поэтому на этот раз он решил мне показать. Поэтому мы едем в этот город Бишкек, друзья. Также в этот город можно попасть через Анталию, через город Спарта. Довольно-таки близко находится. Дорога очень даже хорошая, так что будет занимать всего-то примерно час. Мы проезжаем искусственный канал, который неподалеку Кони, поэтому также я решила заснять эту красоту. Друзья, в этот город можно попасть самостоятельно на машине, либо же можно поехать на автобусах, которые регулярно едут по направлениям, то есть с нашего города также едут автобусы, с Кони, с Анталии также едут, с города Спарта, так как очень близко все расположено. Автобусы регулярно возят пассажиров. Друзья, мы заезжаем в этот город. Этот город, друзья, является небольшим городом, сразу скажу. Входит, то есть в область Кони, поэтому расположена на юго-восточном берегу озера Бишкек, является старинным городом. Археологи, которые проводили раскопки в этой местности, нашли останки поселений, которые относились к эпохе неолита. Исторические данные говорят, что здесь когда-то жили хетты, была Хеттская империя. Также когда-то смотрел к Византийской империи этот город. В сельджукские времена, когда правили сельджуки в этой местности, также они обустроили этот город. Сказать, что из исторических памятников здесь находится великая мечеть Бишкека под названием Эшфероглу Джами, то есть мечеть Эшфероглу, которая датируется на 13 век. В этом веке был построен. Еще подробнее в конце видео вы увидите. Мы посетили эту мечеть, поэтому я все покажу, расскажу. Сейчас мы заезжаем в город. Тут все так уютно, улочки маленькие, везде деревья, как видите, сосны, другие деревья. Довольно-таки зеленый город. Также, как вы видите, есть небольшие холмы, горы небольшие на южной части города. Мы остановились, Ирьон припарковал машину, и мы двинулись на побережье. Здесь небольшой такой участок, парк. Как видите, здесь такая площадь со сценой. Видимо, до того, как была пандемия, здесь часто проводили разные мероприятия, концерты, но сейчас, к сожалению, было пусто. Дальше мы идем, видим здесь небольшой мостик. Это само побережье озера. Это озеро Бишкек. Давайте вам немножечко расскажу об этом озере. Бишкек — это самое крупное пресноводное озеро в Турции. Мы сели в паром. Здесь несколько паромов, которые обслуживают туристов. Покататься на пароме стоит 20 лир за каждого человека. 20 лир — это примерно 1000 тенге, если говорить в тенге. На другие валюты, думаю, вы сами примерно посчитаете. Но это очень дешево. То есть
за 40-45 минут прогулки на свежем воздухе на пароме такая цена очень даже приемлемая. Тут сидят турецкие девушки с семьями. Это был выходной день, поэтому паром был полный. Мы сели и минут 45 катались и наблюдали за удивительной природой вокруг. Как видите, здесь много таких диких уток. Они очень даже интересные. Очень интересно наблюдать за ними. Как видите, здесь ил, и протяженность ила достаточно большая. Вот вся растительность получается на берегу. И эта растительность помогает этим уткам выживать. На дне растительности разные живности, и эти утки питаются ими. И таким образом сохраняется флора и фауна этого озера. Друзья, давайте еще раз скажу такие важные моменты. Максимальная глубина этого озера составляет 10 метров. Длина составляет 45 километров, ширина 20 километров. То есть это озеро действительно очень большое. Конечно, во многих местах на глубине есть ил, видимо, поэтому, как я полагаю, здесь не разрешено купаться. Есть отдельный пляж. Он находится на западе немного, нужно будет проехать в сторону запада, еще 20 километров, там находится городской пляж, там и люди купаются. Это озеро, друзья, как я говорила ранее, очень большое по площади. Здесь есть 32 различных островов. Численность островов меняется по мере наступления воды, по мере того, как вода немного уходит. Некоторые острова появляются, некоторые исчезают. Кстати, в некоторых островах, говорят, остались останки поселения, останки каких-либо храмов времен Хеттского царства. Но мы там, к сожалению, не побывали. Если у вас будет такая возможность, обязательно побудьте там, посмотрите. Также могу сказать, что, говорила ранее, есть городской пляж. Если вы доберетесь до городского пляжа, там можете арендовать лодки, покататься также. В целом инфраструктура достаточно хорошая для такой местности. Я все еще снимаю наших уток, они изумительно, просто невероятно красивы, невероятно грациозны, как они летают. Согласно информационным источникам, в этом озере обитают очень много различных птиц. Также зафиксировано, что в 2016 году здесь также увидели фламинго. Фламинго говорят, что они на время остановились на этом озере, видимо, хотели отдохнуть при перелете. И они остановились на этом озере, и люди, конечно же, с удивлением смотрели на них, наблюдали за ними, но через определенное время они полетели дальше. Друзья, наша прогулка на пароме подошел к концу, и мы уже вышли с нашего парома и решили прогуляться по берегу, по набережной. Сейчас буду показывать вам. Здесь очень много разных катамаранов. Также можно, вот как видите, за 5 лир написано, можно арендовать такой один катамаран и можно покататься. 5 лир это примерно 300 тенге. Даже меньше, 250 тенге будет в тенге. Это примерно $0,50, наверное, да? Это так. 50 центов. Друзья, посмотрите, тут вот разные катамараны. Еще раз повторюсь, на берегу озера очень много ила, поэтому именно здесь не разрешают купаться. Для купания есть отдельный пляж, куда нужно также добираться еще 20 километров на машине. А вот именно здесь купаться запрещено.
Так, мы делаем такую прогулочку. Эргюн покупает турецкую сладость под названием халка. Вот так выглядит халка. Она стоит 2,5 лир. Везде продается на берегу. Здесь такая пешеходная зона. Также можно на велосипеде прокататься. Посмотрите, здесь само название Бейшехир. Нарисован аист. Видимо, здесь водятся также аисты. Мы дальше прогуливаемся, и здесь, также прогуливаясь по набережной, мы увидели такой небольшой парк, также аллею. На этой аллее, как видите, разные фигурки, а также информационная доска разных знаменитостей, именно разных ученых среднего века. Например, информационное табло про Али Кушчу, это астроном и математик среднего века. Тут также представлена фигурка. К сожалению, рука оторвалась, видимо, кто-то оторвал. Может, дети, может, кто. Посмотрим, кто это такой. Здесь написано, что это Боач хан. Это такая личность, так скажем, историческая. Также он победил в поединке, победил быка, поэтому ему дали Боач хан. Боач, то есть бык. Хан, то есть хан. Ну, так прозвали. Думаю, в каждом фольклоре каждого народа, да, есть такие личности, которые побеждали каких-либо животных, зверей в поединках, и поэтому им дают имя, и про них пишут разные истории, все такое интересное. В этой табличке, как видите, написали про Махмуда Кашгари. Это тюркский филолог. Так как он тюркский, поэтому они едины для всего тюркского народа, поэтому эти личности про них пишут. Тут, как видите, написали про Ибн Сину. Вы, наверное, знаете, он известный в Западе как Авиценна. Это великий ученый среднего века, философ. А тут у нас кто? Угадайте. Это турецкий Алдар Кусе. Его зовут Насреддин Коджа зовут. Он вот так вот ходит, садится на осла задом наперед, говорит разные шутки, про него разные рассказы. Это, я говорю его, называю его турецким Алдар Кусе, потому что в Казахстане есть Алдар Кусе, который также садится на ишака, и также у него всякие разные истории интересные, комические, так скажем, юмор. Так, тут Катип Челеби. Это географ. Я про него не особо знаю, но, видимо, тоже очень известная личность. Тут у нас такие два интересных братьев. Называются это братья Хаджават век Карагöz. Два братья, которые жили в среднем веке. Они были жонглерами, развлекали публику, делали разные шоу. То есть такие личности. Дальше у нас тут написали про Пери Рейс. Это личность. Он был моряком. Вот видно, что он жил в 15-16 веке. Он жил в Османской империи. Здесь Улугбей, турецкий математик, написано, изучал астрономию. Это чисто турецкий ученый. Дальше Ибн Хейсем. Про него больше слышали, наверное, как Ибн Аль-Хайсам. Но здесь, видимо, по-турецкому написали. Это арабский ученый, универсал. Он и был математиком, и астрономом, в общем, ученый. Дальше. Аль-Сазари или Эль-Джазири написали. Это также ученый, который внес вклад в кибернетику. Математик, можно сказать. Дальше механик. Здесь у нас, как видите, фигурка Коркут-Деде написали. Коркут-Деде — это мы называем Коркут-Ата в Казахстане, либо называют его просто Коркут. Это
тюркский поэт-песенник и композитор X века. Предания о Коркуте встречаются в множестве тюркских народов, поэтому он для нас общий. Вот так вот выглядит, по мнению турков, Коркут Ата. И кто же у нас тут наверху на крыльях? Как вы подумали, это не Бэтмен турецкий, а это великий, легендарный османский инженер-изобретатель родом из Стамбула. Зовут его Хезарфин Ахмед Челеби. Наверное, вы слышали Челеби. Про Челеби это первый, можно сказать, пионер авиации в Турции. Поэтому для него также возвели такую фигурку. Он сделал самодельные крылья и перелетел через Босфор. Так пишут, по крайней мере, история. Дальше у нас написали про Хорезми, это персидский ученый. Так, дальше Эвлия Челеби, это человек, который писал, путешественник, в общем, который путешествовал и писал свои впечатления. В общем, писатель-путешественник. Тут у нас на этой фигурке у нас Малкочоğlu. Это у нас османский военачальник. Он известен участием в битве при взятии крепости Белград, поэтому для него также сделаем фигурку. Баттани, наверное, вы его знаете, математик, ученый, астроном, также общий для всего тюркского народа человек. Дальше, друзья, дальше у нас Аль-Фараби. Думаю, про Аль-Фараби вы многие знаете. Философ, ученый, то есть человек довольно-таки с обширным знанием. Он знал много чего, великий ученый, так скажем. Знал много языков и является автором комментариев к сочинениям Аристотеля и Платона, как вы знаете. Дальше здесь также личность под названием Улубатла Хасан. Про него, думаю, не каждый знает, но эта личность, она известна для турков, потому что был османским солдатом, который якобы водрузил первое знамя на стенах во время завоевания османами Стамбула. Дальше. Нине Хатун. Ее можно часто встретить, ее имя. Есть, кстати, парк имени Нине Хатун возле дома. У нас она очень популярна в Турции. Это турецкая народная героиня, которая довольно в юном возрасте работала в тылу при войне, которая была между турками и русскими войсками. Когда была война в конце XIX века, на этой войне она работала в тылу и помогала военным. То есть делала черную работу, так скажем. Поэтому ее очень любят. Также назвали ее мать Третьей армии. Так назвали ее в Турции. Беруни также ученый. Акшемсеттин тоже микробиолог. Дальше кто у нас? Мевляна, думаю, вы знаете. Это также личность именно, которая жила в городе Коне, философ, суфист. Мимар Синан, это у нас также ученый, который жил при Османской империи, был архитектором, инженером в Османской империи, то есть был очень-очень знаменит. Друзья, дальше мы познакомились со всеми фигурками, прочитали все таблички, так сказать, освежили свою память, вспомнили. Дальше, друзья, мы решили дальше гулять по набережной. И здесь небольшой портик, как видите, человек лежит спиной, купается, хотя тут не разрешено купаться, но люди все же купаются. Вот дядька также прилегнул, купается вовсю. Тут люди также отдыхают в парке,
кто-то делает небольшой пикник, кто-то просто лежит и греется на травке, на солнышке. А мы двигаемся дальше. Здесь, друзья, на побережье очень много разных кафе, ресторанов. Здесь можно также попробовать вкусную рыбу. Тут очень вкусно, цены приемлемые, друзья. Можете хорошенько покушать, подкрепиться и дальше уже смотреть город. Мы направляемся в сторону Эшреф-Олу-Джами. Как я говорила, это такой самый интересный исторический памятник. Это у нас мечеть Эшреф-Оглу. Мы направляемся в эту сторону. Как видите, с правой стороны есть конструкция с арками. Эта конструкция, она тоже довольно-таки старая, можно сказать. Там разворачивают базар. Друзья, мы подъезжаем к мечети. И прямо, где мы припарковались, рядом есть такое здание. Оно довольно-таки старое, видно. Мне понравилась такая необычная архитектура среднего века, и я решила также его заснять. Дальше мы с Сергеем направились в сторону мечети. Здесь продают разные изделия рукодельные, продают национальную турецкую одежду, разные посуды, разные продукты питания, разные интересные специи. Вот непосредственно сама мечеть Эшреф-Оглу Джами. Друзья, это просто уникальный исторический памятник, который в удивительно хорошем состоянии сохранилась аж с 13 века. Как видите, стройка была в 1296 год по 1299 год, то есть 3 года эта мечеть строилась. И сейчас я вам изнутри покажу, как она красиво все выглядит, расскажу историю. Так как, когда мы подошли, настало время молитвы, мы не смогли зайти. То есть те туристы, кто хочет просто посмотреть, в те моменты, в те часы, когда идет молитва именно, они не могут зайти. Там прямо у входа стоит человек, который проверяет, смотрит. Когда время намаза, он не пускает вовнутрь, пускает только тех, кто будет молиться. Поэтому мы решили пройтись, прогуляться. Мы ждали примерно минут 30, пока закончится молитва, и только потом нам разрешили зайти. Но перед тем, как мы зашли, мы решили эти 30 минут провести недалеко от мечети. Здесь такая вот аллея, здесь очень красивые цветочки. Задний план, также показала задний план мечети. Здесь, как я ранее говорила, территория находится прямо на берегу, то есть очень близко. Мы приехали на машине, но если вы гуляете на берегу озера, то лучше вам сразу пешочком пройтись в сторону мечети. Кстати, здесь же возле аллеи, возле мечети находится уборная мужская и женская, поэтому проблем не возникнет с этим. Друзья, мы совсем забыли с Иргюном подумать об одежде, чтобы зайти в мечеть. Я забыла платок, а Иргюн забыл и надел шорты, поэтому Иргюн не смог зайти в мечеть. Я же зашла, прикрыв голову своим жакетом таким. Друзья, не повторите нашу ошибку и соблюдайте этикет в одежде. Спустя полчаса мне удалось зайти в мечеть, так как примерно полчаса длилась молитва, в это время не разрешали заходить. Эта мечеть, по сути, является музеем, потому что это считается самой большой и величественной из великих мечетей, именно с деревянными крышами, колоннами и плоскими потолками, которые встречаются именно в районе Анатолии, в Турции. Да? Люди приезжают с разных уголков Турции, мира, чтобы увидеть эту удивительную мечеть. Именно чем он удивителен? Тем, что то есть 800 лет назад построили такую превосходную мечеть. Именно чем превосходно? Потому что именно
качество обработки дерева, которое сохранилось до сегодняшнего дня, эти уникальные плитки, все это, конечно же, предмет удивления и восхищения. Этот колодец посередине мечети называется снежный колодец. Его специально огородили сейчас и написали, чтобы люди не кидали монеты, какие-либо другие вещи вовнутрь. Примерно глубина, наверное, 3 метра примерно, да. Раньше, как это все работало, раньше купол был открыт, и когда там собирался снег зимой, снег падал именно в эту яму, а также в эту яму, если не ошибаюсь, клали лед, и снег, лед, они постепенно таяли, и таким образом в помещении образовалась определенная влажность, что помогало сохраниться этим деревянным колоннам и балкам столько лет. То есть мечеть просуществовала долго и сохранила свое своеобразие именно благодаря такой технологии, видимо. Друзья, вот как вы видите этот стенд с надписями, где написано, да, что, про что, как, информационный стенд. Я, конечно, информацию прочитала именно здесь, потому что в информационных просторах интернета, к сожалению, практически нет особой информации про эту мечеть, поэтому я делюсь с вами тем, что я именно успела прочитать, узнать. Вот именно купол. Он раньше, как я говорила, был открыт, сейчас его закрыли. Здесь некоторые люди все еще молятся, некоторые люди просто пришли посмотреть. Тут, как написано на табличке, находятся могилы членов семьи Эшреф Оглу Сулейман Бея, того самого Бея, который именно построил эту мечеть. Это все огородили, можно посмотреть издалека таким образом. Дальше, как видите, люди молятся все еще некоторые. Кстати, вот эти вот люстры, они очень похожи на люстры, которые в Айя Софии. В целом во многих мечетях Турции можно увидеть такие люстры с лампами. Очень похожи в дизайне, очень интересно. Так, друзья, давайте дальше продвинемся, покажу вам, что еще у нас есть. Здесь у нас находится красивейший михраб. Михраб — это ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку. Обычно имеет арочную форму, украшается разными орнаментами, расписаны аяты из Корана, да, по периметру. Дальше. Красивейший купол возвышается на 4 каменных столбах, покрыт глазурованным кирпичом и облицован плиткой. С правой стороны от михраба находится минбар. Это кафедра или трибуна в мечети, с которой имам читает пятничную проповедь. Этот минбар, друзья, изготовлен полностью из орехового дерева, сделан без гвоздей и без клея, что очень даже интересно. Дальше. Здесь у нас такая возвышенность, еще одно место наверху, как видите, здесь. Делали также молитву сами беи, то есть высокопоставленные чиновники того времени. История гласит, что дерево для строительства этой мечети везли из Средней Азии, в том числе с территории нынешнего Казахстана, можно сказать. Мечеть в целом насчитывает 602 колонны и балки, 47 из которых сделаны из кедрового дерева. Эти колонны и балки, их выдерживали в воде в течение 6 месяцев, затем помещали в навоз и запекали. Столбы были поставлены на каменные постаменты и возведены на своих местах и сохранились до наших дней без каких-либо изменений. Эта мечеть, друзья, действительно является уникальной, потому что, как видите, внутренность мечети изготовлена полностью из дерева. И то, что это дерево сохранилось по сей день, то есть в течение 700 лет оно стоит, это очень-очень удивительно. Однозначно, это место пропитано историей, мне очень-очень понравилось.
Друзья, мы провели замечательный день в городе Бишехир, увидели одноименное озеро Бишехир, посмотрели город изнутри, посетили мечеть, узнали историю. Друзья, если вы как-то будете на юго-западе Турции, обязательно постарайтесь посетить этот город. Он очень атмосферный, небольшой, уютный, со своей историей. Думаю, я еще буду снимать много интересных видео касательно разных городов Турции. Как и вы, я тоже только-только знакомлюсь с этими местами. Для меня все интересно. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем до скорой встречи и пока-пока.